Андрей и Джема Кузьмины вместе 14 лет. У них трое детей, 2 девочки и 1 мальчик. До 2019 года глава семейства ежедневно мотался в город Якутск, так как там работал, а мама была домохозяйкой. Денег не хватало, и молодая пара решила попробовать заключить соцконтракт на развитие личного подсобного хозяйства. Написали бизнес-план и защитили его. Им выделили сумму в 190 тысяч рублей. Эти средства ушли на покупку пары дойных коров с телятами. Сейчас у Кузьминых 16 дойных коров, 14 телят, 2 хряка и 19 кур. Вся живность ютится в приспособленном помещении в заброшенном коровнике недалеко от их дома. Управляют хозяйством Андрей и Джема вместе. Она доит дважды в день, он убирает коровник, заготавливает корма, водит скот на водопой и так далее. Да, чисто на себя сейчас все работаю. Интерес появился из-за этого. То, что все на себя идет. Доход есть, мясо, молоко, сметана, еще то продаем. У Кузьминых большие планы. В ближайшее время увеличить поголовье до 25 дойных коров, участвовать в грантовых конкурсах, закупить технику побольше и помощнее. Пока что у них есть только маленький трактор Синтай. Также хотят расширить занимаемую площадь в коровнике. Вот так однажды полученный соцконтракт значительно улучшил уровень жизни одной многодетной семьи. Слышал, что в связи с годом матери сумма соцконтракта увеличилась. Молодым людям надо все равно воспользоваться этим, получить соцконтракт, именно, не только именно по КРС пойти, по животноводству. По всем направлениям дается, как я знаю, соцконтракт, бизнес-план сделать . Действительно, весной этого года по поручению главы региона Айсена Николаева были увеличены размеры 2 направлений соцконтракта. На предпринимательскую деятельность до 300 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства до 250 тысяч рублей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.